мындан кийин баяндаманы только гана кыргыз тилинде көрөбүз. Вы даже не владеете кыргызским, приветствие даже не владеете. И вы хотите развивать кыргызский туризм. Это вас не смущает? Арабызда бир дагы орус жараны жок, 90 депутаттын ичинде дагы. Мындан кийин парламентке кыргыз тилинде болсун бардыгы. Депутаты Джугурку Кенеша не первый год обязывают чиновников отчитываться перед ними на кыргызском языке. Да, продвижение государственного языка – это необходимый и важный элемент развития нации. Но если посмотреть на этот вопрос с точки зрения права, насколько такое императивное требование парламентариев законно? В первую очередь важно знать, что согласно Конституции в Кыргызстане помимо государственного кыргызского языка особый статус имеет официальный русский язык. Разницу государственного и официального языка объяснила в свое время Конституционная палата Верховного суда. Понятие «государственный язык» и «официальный язык», исходя из смысла Конституции, выполняют близкие задачи, но тождественными не являются. Терминологическое пересечение понятий «государственный язык» и «официальный язык» обусловлено тем, что оба этих языка обеспечивают потребность государства в области официального общения, делопроизводства, законодательства и судопроизводства. Однако, объем функций, выполняемых государственным, официальным языками, и сферы их применения могут различаться. Законодатель, определяя статус официального языка, устанавливает, что его применение в сферах общественной жизни, деятельности органов государственной власти и местного самоуправления осуществляется в тех случаях, когда применение государственного языка по существенным причинам затруднительно. В этом же решении Конституционной палаты была еще одна немаловажная формулировка. Официальное признание кыргызского языка государственным изначально предполагает необходимость ведения делопроизводства и заседаний органов государственной власти на кыргызском языке. Однако здесь следует упомянуть о существовании на сегодняшний день двух специальных законов о государственном языке и об официальном языке. Если с особым статусом государственного языка все очевидно, то давайте посмотрим, что содержит закон об официальном языке. Статья 5 прямо указывает: депутаты Джугурку Кенеша, члены правительства, а также приглашенные лица вправе выступать на заседаниях Джугурку Кенеша и правительства на официальном языке. А статья 9 вовсе говорит о том, что отчеты органов и должностных лиц предоставляются на двух языках. Этим же законом предусмотрена ответственность в случае несоблюдения указанных норм. Вообще же языковой вопрос стал актуальным не только на государственном уровне, но и в повседневной жизни. Стоит сказать, что любая форма дискриминации, в том числе языковая, это достаточно серьезное нарушение личных прав. Такое ущемление запрещено как на международном уровне, так и непосредственно Конституцией Кыргызстана. Кодекс о правонарушениях, например, вовсе содержит санкцию за нарушение прав граждан на свободный выбор языка. Так, за препятствование и ограничение в использовании любого языка грозит штраф 10 тысяч сомов для физических лиц и 28 тысяч для юридических. Поэтому, если вы подверглись критике по языковому признаку, то смело можете апеллировать 108 статьей Кодекса о правонарушениях. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ждите следующих выпусков.